В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. В октябре Центр опережающей профессиональной подготовки республики отметил свое 5-летие. Важное событие, которое продолжило юбилейную тему, масштабный профориентационный фестиваль «Якутия. Мои горизонты». Мероприятие объединило школьников, родителей, ведущих работодателей и образовательные учреждения Дальнего Востока. Наша гостья в студии Наталья Белякова, заместитель генерального директора некоммерческой организации «Амурский центр опережающей профессиональной подготовки». Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, как ваше впечатление от Якутска? Я прилетела вчера поздно вечером, поэтому Якутск встретил меня вечерними огнями, прекрасными людьми, очень доброжелательными, очень отзывчивыми. И думаю, что сегодня у меня будет возможность познакомиться с Якутском поближе. Холодно, наверное, да? Я бы не сказала. Я ожидала большего холода, была приятно удивлена, что вполне комфортная температура. Наталья Александровна, расскажите, что для вас лично означает участие в форуме «Якутия. Мои горизонты» фестиваля? Для меня, прежде всего, как для представителя региона, представителя Амурского ЦОП, это прекрасная возможность познакомиться с опытом коллег Якутского ЦОПа, которые они накопили, наработали за 5 лет, опытом, прежде всего, в профориентационной деятельности. Кроме того, у нас в Амурской области тоже несколько лет назад проводился фестиваль профессий, и мне, безусловно, очень интересно посмотреть, как это делают здесь, пощупать, что называется, руками, что-то принять, какие-то практики, потому что нам бы тоже хотелось провести такой фестиваль у себя вновь, возможно, тиражировать его. Безусловно, это очень значимая для меня возможность увидеть воочию то, как работают наши коллеги в Якутии. Успели ли уже посмотреть или рассказали ли уже? Нет, еще не успела. Сейчас после эфира пойду, и все увижу своими глазами. Какие профессии, по вашему мнению, на сегодня особо актуальны для Амурской области? Безусловно, это рабочая профессия. Конечно, это профессия в тех сферах, которыми живет и развивается наш регион. Это сельское хозяйство, это строительство. Но сейчас мы уже не говорим о профессии в чистом, как о наборе каких-то узкоспециальных знаний и навыков. Мы говорим скорее о компетенциях, которые востребованы. И здесь уже выходят на первый план и компетенции, связанные с современными информационными технологиями, и беспилотные летательные аппараты, и прочее, прочее. То есть сейчас специалист рабочей профессии — это уже больше, чем просто профессионал своей узкой области. И наши образовательные организации стараются встраивать, как-то внедрять эти мультифункциональные компетенции, в том числе и в рабочие профессии. И, конечно, мы стараемся тоже улавливать эти требования, современные тренды и вместе в сообществе, в коллаборации с образовательными организациями делать так, чтобы наши специалисты были востребованы на рынке труда. А есть ли направления, которые новые, например, специальности, кроме беспилотных летательных аппаратов, дронов, там IT, может быть, развивается или еще что-нибудь? И эти направления тоже есть. То есть каждая образовательная организация, она специализируется, так скажем, на своем профиле, но даже в свой профиль старается встроить эти, так скажем, сквозные компетенции. То, что вы назвали, и IT-технологии, и графический дизайн, и те же дроны. У нас успешно это применяется в сельскохозяйственных направлениях профессий. Постепенно обучают студентов, обучающихся и этим технологиям, которые используются в сельском хозяйстве. Какие совместные инициативы могут быть реализованы между Амурской областью, например, и Якутией в области профобразования? Мы открыты к сотрудничеству и готовы обсуждать и реализовывать любые проекты, которые разработаем вместе с якутскими коллегами. Возможно, это будет что-то в плане, может быть, обмена технологиями психолого-педагогической поддержки родителей и обучающихся в профессиональном самоопределении. Возможно, это будут какие-то совместные проекты по профориентационным туристическим маршрутам, что тоже мы внедряем у себя в регионе. Готовы к сотрудничеству по любым направлениям, по любым вопросам. А что лично в Амурской области специальности какие наиболее популярны? Может быть, есть то, что более развито, или то, что действительно нашим, например, специалистам принесет пользу?
Ну, если говорить о рабочих специальностях, да, у нас сейчас хорошо востребованы и популярны это специальности в сфере сельского хозяйства, в сфере обслуживания. Например, вот на повара, да, если раньше набор был, ну как, шли дети с низким школьным баллом, да, то теперь это очень востребованная профессия. И туда приходят дети уже с хорошим бэкграундом, то есть хорошими знаниями, полученными в школе. Есть и конкурс на место, ровно так же и по профессиям сельскохозяйственной сферы. И каковы вот ваши личные ожидания от участия в этом фестивале? Что вот ожидаете? Ну, я прежде всего ожидаю знакомства с сообществом профессионалов. Я хочу познакомиться с коллегами, которые работают в этой сфере, установить какие-то личные, деловые контакты. И, безусловно, это всегда невероятно приятно и ценно, когда ты попадаешь в общество людей, которые живут своей профессией, которые любят, которые горят, у которых есть какие-то идеи, планы, достижения. А я уверена, что здесь соберутся именно такие люди. А наслышаны ли вы о каких-нибудь направлениях, которые вот у нас наиболее популярны, прежде чем вот хотелось бы узнать об этом намного больше? Пока нет, для меня все это будет впервые и вновь. То есть кино, мультики, все это вот не знали? Нет, нет, но будет очень интересно. На фестивале, я надеюсь, очень много встретите действительно людей, которые покажут большой опыт, у вас получится. Ну, может быть, расскажете про Амурскую область немножечко. Как у вас идет профориентация со школьниками, со студентами? Ну, система профориентации у нас выстроена, так скажем, достаточно в четкой иерархичной структуре. Она, понятно, что это не работа какого-то одного, да, человека или одной организации. Это комплекс, это система, которая начинается от региональной власти, от уровня региона. В каждом министерстве у нас закреплен, как правило, это заместитель министра, да, человек, который ответственен за профориентацию в курируемой сфере. Далее спускается на уровень муниципалитета. В каждом муниципалитете есть муниципальный куратор. Далее на уровне школы. Там есть ответственный работник школы и непосредственно уже педагог, который занимается профориентационной работой. И эта система предполагает в том числе и постоянное обучение, повышение квалификации, знаний, умений тех педагогов, которые уже непосредственно работают с детьми. Но и не только педагогов, еще и родителей мы вовлекаем в эту систему, родительское сообщество, потому что это очень важно. Тот опыт, который был у родителей в их юности, да, как они выбирали себе профессию, он сейчас уже не вполне применим, потому что все меняются тренды, меняется рынок труда, и поэтому важно в этот процесс вовлекать и родителей, чтобы они уже по-другому смотрели на сферу труда, на рабочие профессии, по-другому уже оценивали возможности, перспективы развития своих детей. А заинтересована ли вот Амурская область в абитуриентах из Якутии, например? Что вот может им понравиться, если они Я думаю, что да, конечно. В каких вот направлениях, может быть, или что вот чаще всего могло бы им вот как-то принести вот наибольший интерес? Ну, здесь, наверное, каждому нужно определяться прежде всего индивидуально, да? Где он видит себя, в какой будущей профессии, что ему может дать наш регион, возможно, не только в плане обучения, а, возможно, и в плане последующей самореализации. И здесь уже, конечно, каждый, не студент, да, каждый молодой человек или девушка уже определяет для себя самостоятельно. Ну и, конечно, наверное, очень просто трудоустроиться. Да, конечно же нет. Конечно же, трудоустройство — это процесс довольно интересный и уникальный для каждого. Наверняка вы и сами проходили этот процесс, и сами это знаете. Поэтому здесь еще, конечно, важна предварительная поддержка, подготовка, чем тоже, кстати, занимается Амурский ЦОП, это оказание психологической поддержки студентам,
при трудоустройстве, в развитии в них навыков самопрезентации, развитие навыков подготовки резюме. Это тоже такой хороший, объемный и результативный блок работы, от которого зависит и последующая успешность этого выпускника на рынке труда. То есть на психологическом уровне все равно детям помогают, помогут какие-то там справки навести, да, что вот... Обязательно помогают. Вот буквально недавно перед моим отъездом мы проводили ряд тренингов для студентов колледжа о том, как вести себя на собеседовании, да, как правильно себя презентовать, как правильно составить резюме, какие вопросы нужно задать работодателю, а не только ответить на вопросы, которые задает работодатель тебе, как преодолеть страх, неуверенность, какие-то волнения, может быть, завышенные ожидания в ряде случаев от трудоустройства при трудоустройстве. То есть это чаще всего, что спрашивают молодые люди, да? Вот, да, это наиболее такие вот актуальные точки, моменты, да, которые мы помогаем им развить, преодолеть, скорректировать. Ну, главное, какие-то итоги, наверное, уже есть после таких встреч с профессионалами, с психологами. Конечно, итоги, ну, они определяются прежде всего внутренним самоощущением человека, да, выпускника или уже будущего выпускника, студента, учащегося. Вот. Ну и потом эти итоги, конечно, будут видно тогда, когда он непосредственно вступит вот в этот процесс поиска работы и первичного трудоустройства. Тогда уже, ну, конечно, определенно можно будет оценить, а насколько тебе помогло то, что тебе дали, то, что тебе рассказали, то, чему тебя научили. Но в любом случае это не проходит бесследно, это не проходит впустую. Ну, отзывы явно положительные, да. позитивные. Спасибо, Наталья Александровна, что сегодня прилетели в Якутск, приехали к нам в студию, рассказали действительно интересную историю про Амурскую область. Я думаю, что фестиваль принесет действительно удачные, позитивные плоды. Спасибо вам большое. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.